Пояс играл особую роль в культуре и вообще в комплекте украшений у многих тюркских народов. Это, конечно, связано с кочевой культурой, да, ведь пояса, они были неким даже таким, опять же, символом статусности, да, как и у мужчин, так и женщин. В традиционной форме якутский пояс, он все-таки был на матерчатой основе или же на кожаной основе, да, но с развитием ювелирного дела в современности мы с вами сейчас видим, что пояса в основном вот как раз идут уже без основы, да, матерчатой. Плюс ко всему особую роль всегда играли подвески, боковые подвески, которые присутствуют также на этом поясе, да, они не только, опять же, украшали девушку, но и несли особый сакральный смысл, да. А подвески, если говорить об истории, они вообще связаны больше даже, наверное, с утилитарной функцией, да. Здесь почему мы говорим об утилитарной? Потому что у кочевых народов одежда была без карманов, да, это было, ну, удобно при кочевом образе жизни, чтобы быстро вскочить на коня, ничего не потерять. А вот как раз на поясе подвешивали все, что нужно было, да, то, что можно было положить в карман. И сюда шли, например, можно было подвесить как мужчины, так и женщины, и ножик, и огнево, там, игольницы, да. И иногда, например, вот в музеях, допустим, можем видеть женский календарь есть, да, на подвеске к поясам идут различные там вещи типа щипчиков, ну не пилочка, щипчиков, ухочистки там, да, вот. А сейчас, и, конечно, к поясу также, если говорим о женском поясе, издревле всегда подвешивали, опять же, различные амулеты, да, то, что охраняло девушку именно от злых духов, от злого глаза, там, да, от плохого слова и так далее. Но на современных поясах мы видим, конечно, более такие эстетические подвески. Плюс ко всему, опять же, здесь мы можем говорить о звенящей вот чистоте металла, да, серебра. Здесь, получается, этот пояс, он не только украшает свою хозяйку, но и плюс ее оберегает, опять же, от злых духов, да, своим вот именно звуком. Плюс ко всему он полностью украшен процветающей лирой, да, здесь растительными орнаментами, да, это опять же мы говорим с вами о связи с культурой первых кочевников, да, где особую роль играли вот как раз растительные мотивы, процветающие лиры, да, и эти в основном узоры, они связываются именно с женским началом, да, с тем, что девушка, женщина, она является прародительницей всего. Вот. И опять же, они охраняют ее, да, вот именно от всего, что может ей навредить, да, плюс ко всему являются неким таким оберегом, который вот как раз дают ей больше, ну, ведет к успеху, к процветанию, да, вот, особенно, конечно, такими украшениями нужно было и нужно, не то что было, и сейчас нужно, да, нашего традиционного праздника Исех, да, именно тогда, когда верхние божества вот смотрят на нас, получается, да, и вот мы полностью поклоняемся им и вот оберегаем себя и связываем себя, да, показываем вот именно через определенные узоры, да, и орнаментику. Вот. В якутской культуре всегда шли парные. По одной из теорий браслеты начали носить не сколько из сакральных функций или там эстетических функций, да, а в первую очередь, чтобы холод не поступал, да, чтобы теплее так, как бы получается, замыкаешь теплее. С другой стороны, с сакральной точки зрения, опять же мы говорим, что нужно было замыкать все конечности, откуда могут, опять же, покинуть человека душа, да, то есть мы, допустим, уши замыкаем, обязательно вот руки нужно было замкнуть кольцами, перстнями плюс браслетами, да, и вот браслеты непосредственно с этим тоже связаны. Но еще есть версии там, допустим, военные теории, но мы не будем в это податься.
Вот, также якутские браслеты, они интересны тем не только то, что они парные, а и своей застежкой, да, то есть есть браслеты сомкнутые и разомкнутые встречаются. Если мы посмотрим, например, есть разомкнутые браслеты, то они идут без шарнира, да, без застежки. Здесь же, например, вот браслеты, они идут с шарниром, застежкой, и вот это тоже считается определенной такой вот, ну, классикой, да, для якутских браслетов. То есть на двух руках, да, должны быть два одинаковых браслета. Здесь же мы также с вами говорим о том, что браслеты обязательно украшались различным орнаментом, да, различными узорами. И опять же, так как это браслеты женские, то здесь непосредственно опять идет мотив растительного орнамента, процветающей лиры. Да. Здесь же мы можем с вами говорить о том, что вот насчет лиры, кстати, очень много есть различных, опять же, теорий, версий. Да. Некоторые считают, что это рога барана, там, допустим. Кто-то считает, что это даже есть такое понимание, что это две собаки, грызущие кость, да, интерпретация. Потом есть интерпретация, что это рога там быка, коровы, ну, рогатого скота, да. Или же даже есть, что это два животных, типа тигра или что-то, смотрят в разные стороны, получается, да. Вот, но мы склоняемся вот сейчас в нашей традиционной культуре, да, мы склоняемся все-таки, что это больше считается, что это или растительный орнамент, или же все-таки это рога вот скота, да, которая вот приумножает именно богатство человека. Ведь издревле считалось, что богатство у якутов, да, оно кроется именно в поголовье скота, да. И опять же получается, что браслеты не только вот несут такую эстетическую функцию, да, но с другой точки зрения они опять охраняют свою хозяйку, являются неким таким оберегом, да. Мы уже сказали о металле, о серебре, да, и плюс ко всему, получается, замыкают вот выходы, да, и здесь же опять идет связь с тем, чтобы оберегать именно девушку в определенные периоды ее жизни. Украшением тоже в комплекте якутских украшений является бастына. Здесь это украшение, можно даже сказать, что оно такое таинственное, да, потому что до сих пор неясно, в какой период жизни нужно было носить. Вот на сегодняшний день, вот часто тоже у нас спрашивают, все-таки украшение девичье, женское, да, или может ли там, меня спрашивают, например, бабушки носить, допустим, да. Но вот конкретного ответа на это дать невозможно, потому что даже у ученых, в принципе, до сих пор нет ответа. Почему? Потому что ну, считается, что есть две основные версии, что все-таки это украшение девичье, что бастына нужно было носить только до замужества, да, или же есть вторая версия, что бастына, наоборот, украшение женское, что именно в период только свадьбы и потом уже после свадьбы, да, но никак не девичье. Вот, и если говорить о самых первых архаичных бастына, то они были найдены на территории нашей республики, в Мегино-Кангаласском, например, Улусе, да, хранится, кстати, в музее краеведческом в селе Майя, да, там одно из первых бастына, и одно из первых бастына есть, например, даже в музее археологии и этнографии нашего университета, да. Вот, но они, конечно, очень сильно отличаются от современных бастына, в первую очередь тем, что в основном они сделаны на матерчатой основе, да. А вот металлический обруч, металлический начельник, да, он появляется, как не было бы это странно, да, но только в 20 веке. Даже, можно сказать, в середине 20 века, и он очень лаконично вошел в комплект традиционных украшений. И сейчас, когда мы, например, говорим с вами о комплекте якутских украшений, да, без бастына уже комплект неполный. Вот, и почему относят к такому украшению, что это, видимо, украшение свадебное, да? Потому что считается, что, видимо, бастына была в первую очередь связана с волосами. А волосы – это вообще отдельная тема. Здесь можно говорить об этом бесконечно, потому что волосы, любой волос, он вообще является вместилищем души, например, да. И вот, например, слово бастына имеет прямую связь со словом баштанга в тувинской культуре. А баштанга – это такое покрывало, которое на девушек надевали во время свадьбы, чтобы покрыть ее волосы и показать, что она уже замужем. И вот бастына, видимо, изначально
носила, может быть, такую функцию, чтобы закрыть волосы, да, потому что считалось, что замужняя женщина, вот девушка, которая только вот даже перешла, да, в новый статус, она не должна была свои волосы показывать. Вообще вот, допустим, издревле считалось, что вот нельзя ходить там с распущенными волосами, да, волосы всегда должны быть убраны. Здесь же опять связано, например, ну, с косоплетками здесь, например, связано, да, но мы более подробно остановимся, когда будем говорить о накосных украшениях. Но если говорить непосредственно об Астана данном, то здесь же мы опять с вами видим сакральную функцию, да, опять же видим с вами функцию чисто такую эстетическую, да, и здесь же мы с вами наблюдаем как солярные знаки, так растительные мотивы, да, так и лиры, опять же, да, и это вот как раз особые такие именно символы, ну, женского начала, да. Вот. И если вот отвечать на вопрос, может ли носить девушка, женщина или там бабушка бастуна, в современном мире, да, может. Почему? Потому что, ну, если человеку близко, он хочет, он может надевать, да. Вот. При этом у нас сейчас бастуна, она является даже неким символом полного комплекта украшений, да, символом того, что вот эта девушка, женщина, она в традиционном, ну, таким традиционным маркером даже, можно сказать, костюма в целом. Вот. Здесь же, например, бастуна также особую роль играют вот височные подвески, да. Височные подвески, они, в принципе, существовали во многих культурах, да, и, например, в некоторых, у других тюркских народов, там, допустим, народов Южной Сибири, височные украшения, они вплетаются вот в боковые косички, да. Опять же, если мы проводим параллели, там, допустим, с бурятами, у них тоже есть примерно такое же украшение, да, опять же, с височными подвесками. Но вообще считалось, что виски, как вот мы уже отмечали, грудь, уши, да, девушки, они должны быть тоже вот прикрыты, они должны тоже прикрыты именно оберегом, да, то, чем чтобы, допустим, там опять же злые духи на нее не обратили внимания, чтобы там злые даже не духи, а конкретно люди там, да, не сказали плохого слова. Вот. И металлический обруч бастуна, он очень лаконично вошел в комплект украшений. Плюс, значит, на сегодняшний день его еще более так обогащают косоплетками, да, накосными украшениями. А вот более традиционные формы бастуна есть такие, что даже наспинное украшение калинка-бегер, да, оно вот полностью крепилось именно к головному обручу. Ну, кстати, это, наверное, было не очень удобно, тяжело, скорее всего, да, когда несколько килограммов серебра на голове нужно было, допустим, носить. Но вот эти вот украшения первые, да, допустим, вот эти вот бастуна, они вот именно закрывали волосы. Их функция была закрыть волосы, чтобы другие люди не видели волосы девушки, да. Вот. И на сегодняшний день, например, оно больше, ну, трансформировалось, поменяло свое функциональное, да, значение, и тем самым это больше такое эстетическое украшение, вот, имеющее вот эстетические формы, да, потому что, ну, действительно, нам уже не нужно столько оберегов в нашей с вами современной жизни, как это нужно было нашим предкам в конце XIX века. Говоря о накосных украшениях и волосах, да, здесь особую роль нужно, конечно, сказать конкретно о волосах девушки. Да. Считалось, что чем длиннее коса, чем она гуще, да, значит, считалось, что девушка тогда здоровая, а если она здоровая, значит, она даст здоровое потомство. Да. Сейчас же в основном, конечно, мы говорим о эстетике, о красоте украшений. Да. И особо в последнее время, ну, благодаря популяризации культуры, да, якутской, очень модно стало. Модно, нужно, наверное, даже это слово выделить, носить именно накосные украшения, да, накосники. Хотя, если вы вспомните, лет 10 назад, наверное, о накосных украшениях даже никто и не вспоминал, да. Здесь давайте мы о волосах остановимся. Например, вот в тюркских мифах. И только из одного волоса можно было восстановить, допустим, есть такой миф, где из одного волоса восстановили облик
батура, да, одного, допустим. А дочь, опять же, если говорим о тюрках первых, да, то дочь хана, например, да, опять по легендам Тимирхана, она не могла выйти замуж, потому что она была плешивой. То есть, опять же, это говорит о том, что вот волосы, они играли неким таким даже маркером того, что девушка готова вот именно к замужеству, да, из-за этого особое уделяли внимание на костным украшениям, чтобы подчеркнуть волосы. Есть в других культурах, например, тоже других тюркских народов, волосы вплетали даже волосы там посаженной матери, да, вплетали различные ремешки, там, допустим, бусинки и так далее, да. Но вот в якутской культуре, ну, здесь нужно сказать, конечно, слова сожаления, что в якутоведении не сохранилось конкретных данных, как менялась прическа. Если, например, у тех же хакасов есть конкретно обряд замены прически во время замужества, например, да. Но мы предполагаем, что, видимо, было двухкосие до замужества и одна коса после замужества, да. И здесь имеется в виду, что косоплетки на костные украшения, таких как таковых парных, в принципе, не находят, ну, не хранится нигде на территории музеях, да, но, вероятно, они были, может быть, но в основном украшения, вот если говорить, есть накосники, которые вот как заколка, да, получается, крепятся к косе, или же косоплетка, которая конкретно вплетается в косу от основания до завершения косы, да. И опять же это делалось для того, чтобы сделать, ну, вот какой-то акцент на волосы. Плюс ко всему, если мы говорим о косоплетке, то она удлиняла и как бы придавала объема, получается, да. Ну, то, чем мы современные женщины тоже, в принципе, мы более себя делаем красивее. Опять же, те девушки тех времен, они тоже, да, вплетали волосы, чужие волосы, там, вплетали различные колокольчики и так далее. И здесь же опять накосники и косоплетки у них вот такой вот звенящий, да, они звенящие обычно идут, они вот, опять же, связаны с лирой в основном, да, чтобы показать прямую связь вот с еяхсит, егыт, да, вот девушкой. То есть вот именно они оберегают девушку в определенный вот важный период жизни. Так, и если дальше мы переходим с вами к илинкебихер, да? Илинкебихер – украшение, которое носилось вот как на груди, получается, да? Идет в комплекте с калинкебихер в традиционной форме, но в современных реалиях большинство носят вот как раз только илинкебихер, да? Но на самом деле нужно илин и калинкебихер одновременно носить. С одной стороны, это было удобно, потому что наше традиционное время серебро было несколько тяжелее, чем современное серебро, да, там особый сплав, там улахкумис назывался. И, соответственно, когда ты носишь спереди и сзади, оно неким образом такой, ну, баланс был, да, от украшения. Вот. Но и с другой стороны, опять же, это сакральные функции, да, магические функции, функции оберега, потому что опять вот очень важны были именно вот грудь, спина, да, у девушки. И вот считается, что, может быть, калинкебихер опять же было связано с покрытием волос, чтобы спрятать волосы, потому что на более архаичных украшениях калинкебихер, вот он идет с бастыга, да, то есть полностью закрывает волосы, а потом вот после трансформации, ну, время, мода меняется, да, сейчас это чисто на спинное украшение. Ну вот то, что мы говорили уже, да, девушка, у нее есть кюннях, вот у нее на голове, на груди, на поясе, да, и самый главный кюн, он вот на груди, это солярный знак, да, получается, более в таких традиционных илинкебихер идут они. Ага, само украшение идет на такой традиционной якутская цепь называют, да, то есть она вот нигде даже, можно сказать, не повторяется, да, на традиционной якутской цепи, но при этом, например, вот здесь вот очень интересно, что цепь завершается не только подвесками, да, но еще есть вот такие небольшие знаки, да, опять же, это вот обереговые функции играют. Угу. Вот, само украшение крепится на гривну,
да, тут плоская гривна, она на цепи. Ага. В более традиционных формах это тордированные гривны были, вот такие, как сказать, крученые, да, получается, гривны. Но вот плоские гривны, они тоже очень интересны вообще в целом, да, потому что и они, если говорить об их происхождении, она уходит вообще вглубь веков. И тоже мы сейчас конкретно там не можем сказать, там, у каких народов впервые эти гривны появились. Но гривны вообще вот со времен, опять же, тех же первых кочевников, они сохранились только в якутской культуре. Угу. И вот при этом, получается, сейчас они сохранились благодаря Элин Кабихер за счет вот нагрудного украшения, которое крепилось вот к нему, получается, да. И данное украшение, различные формы есть. То есть, может быть, идет здесь вот обязательно, да, ну, может быть, пластина широкая, пластина поменьше, например, да. Но вот эти вот традиционная цепь, она всегда сохраняется. И вот, и главное, ну, какой-то вот посередине, то есть бывает, опять же, пластина, бывает кюн, да, вот такие, получается, подвески. Келин Кабихер тоже могли крепить различные утилитарные подвески, да, тоже, но при этом, конечно, здесь тоже особую роль играло то, что оно должно, опять же, ну, шуметь, да. Вот. Вообще якуты считали, что хорошую девушку, хорошую женщину должно слышно быть издалека. Сначала слышен звук, звон ее металла, а потом она должна прийти, да. И чем дальше, чем больше издалека это слышно, значит, тем лучше она. И вот невеста, женщина, мать, жена, да. И значит, вот она вот как раз несет в себе именно все те статусы, которые важны именно для женщины в ее возрасте.